каждом городе есть свои достопримечательности, места, которыми можно похвастаться перед гостями, приезжающими из-за рубежа, или места, где можно отдохнуть. Созрела такая идея и в Камрате, в столице гагаузской автономии. Идея заключалась в том, чтобы построить в центре города аллею славы, где разместили бы изображения патриотов Гагаузии, борцов за справедливость, писателей, поэтов и других представителей интеллигенции, прославивших Гагаузию. Тогда, в 1997 году, в январе месяце, Народное собрание Гагаузии приняло хорошее постановление о создании в Гагаузии этой аллеи, этой мемориальной аллеи. Был подобран список людей, которые должны быть включены на эту аллею классиков. Зрела эта идея долго, еще дольше воплощалась в реальность. На тот момент для реализации данного проекта не хватало средств. Идея на некоторое время была забыта, и только в 2006 году к ней вновь вернулись, приурочив ее открытие к первому Гагаузскому конгрессу. Инициатором тогда выступил вначале историк Степан Булгар. Он вышел с запиской исполком Гагаузии, а исполком Гагаузии вынес ее на Народное собрание, и она получила свое одобрение. Было решено обустроить аллею славы на улице Андрея Галацана, революционера 1906 года, который оставил незабываемый след в истории гагаузского народа. Исполком принял решение строить парк Аллея Славы в центре города. Место было подобрано удачное. С одной стороны государственный университет, с другой стороны церковь. В верхней части парка планировалось строительство кинотеатра. Это очень правильное было решение, чтобы разместить аллею на улице Галацана Андрея. Потому что этот человек тоже относится к тем людям, которые входят в число этих людей, прославляющих наше Отечество. Это было бы местом, которое, во-первых, украшало бы столицу автономии, и в то же время официальные делегации, которые приезжают сюда, могли бы отдавать дань, почести тем свершениям, которые были на протяжении этого времени. Место для аллеи было выбрано удобное, однако время поджимало. До первого конгресса гагаузов, который состоялся 20 и 21 июля 2006 года, оставалось чуть более 2 месяцев. Поэтому все делалось как обычно, в спешке и без каких-либо продуманных проектов. По примитиву заказали надгробие, в Бессарабке барельефы, сломали асфальт возле университета. И фактически из аллеи славы они сделали очередное кладбище. Реализовывать данный проект взялся Иван Топал. На тот момент он работал начальником Главного управления промышленности, строительства, транспорта и связи Гагаузии. Автономией управлял Георгий Табунщик. В апреле 2006 года правительством Молдовы было выделено на обустройство аллеи славы 1 миллион 70 тысяч леев. Общая смета более миллиона, потом дополнительно еще выделили 420 тысяч. Выделенных правительством Республики Молдова финансовых средств для установки запланированных бюстов оказалось мало, поэтому местные правители решили выделить дополнительные средства из резервного фонда Гагаузии. И произвели секвестированные бюджеты и внесли в том числе строительство аллеи славы. Получилось 1,5 миллиона практически на очередное кладбище, как ее называют в народе, Пискаревка-2. Однако место на аллее славы героям, сынам гагаузского народа, прославивших автономию, практически не нашлось. Здесь на месте бюстов установлены памятные надгробные плиты. К сожалению, у нас все, в том числе и увековечение памяти тех людей, которые вносили свою лепту в историю гагаузского народа, в новейшую историю, более раннюю историю, в старую историю, они свое отражение не нашли. Все зависело и зависит от политической воли того лица, которое является высшим должностным лицом
Гагаузии. Стоимость одного такого памятника, как отмечает один из производителей, не более 5000 леев. Это по сегодняшним ценам. Мы можем сегодня сделать гранитный памятник, вы видите, в пределах будет 4,5 и 5 тысяч лей. Это гранитный памятник. 10 лет тому назад эти гранитные памятники стоили дешевле. Если подсчитать по самой высокой цене того времени 3000 леев, то простая арифметика покажет, что 14 памятников, установленные на Аллее Славы, в 2006 году будут стоить всего лишь 42 тысячи леев. Решением муниципального совета от 31 июля 2007 года Аллея Славы переходит на баланс примарии и обслуживается муниципальным предприятием ЖКХ. Балансовая стоимость они нам передали 1 миллион 963 тысячи 774 лея. Это было 2007 года, как говорится. А последние 2 года там еще бюсты там были поставлены, по-моему, там Маруневича, азербайджанского Алиева, но они нам еще это не передали. Не знаю, там примерно 3 или 4 бюста еще не переданы. Они есть, но они не переданы. И они не входят в этот баланс. После того, как выборы в Башканы Гагаузии в декабре 2006 года выиграл Михаил Фармузал, судьба Камрадской аллеи оказалась под пристальным вниманием. Раскритиковав во время предвыборной кампании своего оппонента, Михаил Фармузал решил исправить ситуацию по проекту «Аллея Славы» и восстановить справедливость, придав новый облик парку, установив все-таки бюсты. Продолжился опять тот же политический волюнтаризм, потому что герои Гагаузской республики, выдающиеся люди Гагаузии, так и не нашли свое место на этой Аллее Славы, пусть даже в таком непотребном виде. Туда стали размещать Гейдара Алиева, который никакого отношения к гагаузскому народу не имеет, Пушкин, Именеску, дальше Сулейман Демирель, Кантемир. Это были чисто политические вывихи Михаила Фармузала, который пытался заигрывать то с молдаванами, то с русскими, то с турками. И вот почему у нас появлялись непонятные бюсты, непонятного назначения, непонятного содержания. Бюсты Сулейману Демирелю, президенту Республики Турция и почетному гражданину Гагаузии, Гейдару Алиеву, президенту Республики Азербайджан, Александру Сергеевичу Пушкину, великому русскому поэту, Михаю Именеску, великому румынскому поэту, как и молдавскому господарю Дмитрию Кантемиру, на Камрадской аллее Славы повезло намного больше, чем героям гагаузского народа. Их память увековечили благодаря спонсорской помощи. Торжественные открытия этих бюстов состоялось в конце декабря 2009 года, несмотря на погоду, на снег или на дождь. Узнать стоимость этих бюстов было просто невозможно, так как на наш запрос в исполком о том, какие средства были выделены на установку бюстов, нам ответили, что информация об условиях и реализации проектов за счет спонсорской помощи является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Также нам не ответили и в государственном предприятии «Судакон», которое распоряжается бюджетными средствами, выделенными исполкомом для капитальных расходов по строительству Аллеи Славы. В то же время на официальном сайте автономии гагаузия.мд уточнялось, что средства на установку памятников были собраны при помощи поддержки населения автономии, а также друзей Гагаузии и Молдовы. В 2012 году глава автономии Михаил Фармузал сообщил, что благоустройство Аллеи Славы будет проведено за счет спонсорской помощи проживающего в России предпринимателя, уроженца Чедерлунги Юрия Якубова. 11 бюстов установлено уже на Аллее Славы. Традиции экс-башканов Георгия Табунщика и Михаила Фармузала намерена продолжить и нынешний башкан Ирина Влах. В октябре 2015 года во время своего рабочего визита в город Казань глава Гагаузии Ирина Влах попросила у президента Татарстана благословения установить его бюст на Аллее Славы. Мы хотим к вам обратиться и получить разрешение, чтобы установить ваш бюст на этой Аллее Славы. И хотим получить это добро от вас и в скорейшем времени это сделать.
есть такая возможность, мы уже это обсуждали, но единственное, что нужно ваше добро. Идея создания парка «Аллея славы» в центре Камрата с установлением бронзовых бюстов, конечно же, изначально порадовала камратчан. Горожане были уверены в том, что это место станет живой историей в Камрате. Я не художник, не скульптор, но можно было сделать красивее, если что, арки там. Ну, конечно же, внешний вид этого мемориала оставляет желать лучшего, потому что он достаточно скучный, мрачный, больше похоже на, не знаю, я не знаю, как сказать. Там что-то строится, но я думаю, что в ближайшее время это все доведется до ума и будет все хорошо. Что же мы видим сегодня? Ведь немалые деньги потрачены на строительство Аллеи славы – более 1,5 миллиона леев. И это только на благоустройство парка и на те могильники, как их в народе называют. Насколько украшает этот парк наш город? Можем ли мы через 10 лет гордиться этим культурным центром? В 2017 году в гагаузской автономии планируется проведение 4-го конгресса гагаузов. И наверняка гости захотят посетить наш камратский могильник под названием «Аллея славы». Этот репортаж подготовлен в рамках проекта «Качественная журналистика для демократии», внедряемого Райс Молдова на основе гранта, предоставленного Европейским Союзом.